Чтобы проверить паспорт животного, теперь достаточно гаджета, напоминающего смартфон. Первый карманный компьютер ветеринара в России стали применять в Башкортостане. Приборы получили 10 участковых ветврачей Стерлитамака. При помощи нового аппарата уже нашли одного потерявшегося питомца. Подробности у Лилии Курбановой. Данное животное зачипировано, у него есть хозяин. Черного кота в ветклинику принесли случайные прохожие. Животное замерзало на улице. Хотели забрать домой, но дом, оказалось, у Кузи уже был. У питомца есть паспорт, он закодирован в подкожном чипе. В ближайшее время беглеца вернут хозяину. Республика Башкортостан, город Стерлитамак. Также мы можем определить геолокацию, по геолокации найти, где его дом. На карте показывает. Вот. Если мы приближаем, Артема 142 дом показывает. Новый прибор, который помог найти хозяина Кузи, это карманный компьютер. На нем установлено специальное приложение для поиска животных. Гаджет должен облегчить работу ветеринаров. Как сейчас пока что еще идентифицируют животных? Например, с помощью вот такого сканера. Причем каждый узконаправленный. Это для подкожных чипов, есть еще для внешних. Здесь высвечивается номер, который потом вводят на компьютере. Или же вместо сразу 3 устройств можно использовать всего одно, напоминающее смартфон. Если чипа у животного еще нет, зарегистрировать его можно тоже с помощью нового карманного компьютера ветеринара. Все данные вбиваются, не отходя от коровы, прямо на ферме. Эту буренку привезли в хозяйство недавно. Дали символичное имя. Мы можем зарегистрировать животное и даже дать кличку животного. И как эту корову назвали? Ну, давайте в честь Дня всех влюбленных назовем ее Валентиной. В данном мобильном приложении мы можем указать наименование владельца, мать животного, породу, кличку, дату рождения и провести первичную вакцинацию. Все это будет отражаться в мобильном приложении. И при синхронизации в дальнейшем, то есть в любом регионе, в дальнейшем можно будет увидеть это животное. Принтер умещается на ладони. Он нужен для печати акта, который напоминает чек. На нем все данные о вакцинации. К слову, прививки – это обязательное условие при регистрации крупного рогатого скота. А для чего именно распечатать? Ну, для того, чтобы, если, например, проводим вакцинацию, скажем, в ЛПХ или в комплексах, для того, чтобы взять подпись у владельца животного о том, что проведена вакцинация этого животного. Акт подшивается и хранится. Такие гаджеты пока есть только в Стерлитамаке. На город 10 штук. Карманные компьютеры получили участковые ветеринары. Каждый участковый ветеринарный врач получит доступ в личный кабинет, где будут указаны его зарегистрированные животные, то есть расположенные на его подведомственной территории. На сегодняшний день этот проект у нас впервые в Российской Федерации внедрен на базе Республики Башкортостан, на базе управления ветеринарии. Это по нашему заказу специально разработано это оборудование, специально написано это программное обеспечение, поэтому в этой сфере мы в России лидирующие. Проектом заинтересовались и в других регионах. Мобильность – главное преимущество. Сегодня только усов, лап и хвоста уже недостаточно для идентификации. У вас документы? Усы, лапы, хвост! Ну вот мои документы. На документах всегда печать бывает. Есть у вас печать на хвосте? Нету. Лилия Курбанова, Шамиль Каримов. Новости. Стерлитамак, Стерлибашевский район.